весело, я бы сказал. Не то чтобы сложно, надо приноровиться, и будет весело. 17-летний гонщик Степан Ануфриев уже соревнуется наравне со взрослыми пилотами. За рулем с 11 лет и рад, что сегодня пришел к финишу вторым. Как говорит, результат мог быть лучше, если бы не погода. Было бы лучше, если было бы какое-нибудь солнце, вот, потому что снег, пурга, плохая видимость просто. А так, в целом, приспосабливаемся ко всему. На зимней трассе в Татарстане заезды юниоров устроили впервые. Начинающие пилоты смогут поучиться у опытных гонщиков. На соревнования приехали полсотни участников из разных городов страны и зарубежья. Ледовые гонки очень сложные, хотя бы потому, что ты видишь поворот, но тебе нужно поворачивать за 20-30 метров до него, чтобы попасть. И это как-то психологически тяжело перестроиться, что ты не поворачиваешь, и машина идет, а надо намного заранее все делать. Главная особенность этих гонок — это покрытие трассы. Как видите, это голый лед. Следуя мировой моде, в УСАДах изменили конфигурацию трассы. Классический трек приобрел изогнутые формы. У автоспорта тоже есть нюансы какой-то моды, когда переваливают то в одну, то в другую сторону. Вот сейчас волна такая, больше интереса к ледовым гонкам. Очень сложная конфигурация. Возможно, что борьба за лидерство в заезде обострится. Среди именитых гонщиков борьба развернулась между татарстанцами Раисом Минихановым и Олегом Жаворонковым. В скорости и мастерстве соревновались и механики. Между заездами на подготовку машин отводилось лишь 10 минут. Ключевого как такового нет, но нужно смотреть на машину в общем. Есть трансмиссия, есть как бы ходовая часть, есть двигатель. То есть нет таких как бы отдельных элементов, которые могут работать сами по себе. Тренировочные, квалификационные и основные заезды сегодня шли в течение всего дня. На трибунах, сменяя друг друга, находились несколько десятков болельщиков, многие с маленькими детьми. Решил показать сыну, как проходят гонки. Сын у меня очень любит машинки. Красиво, когда они на повороте особенно заходят, так за носом, это здорово, конечно. В обычной жизни это редко увидишь. Победители гонок в УСАДах определятся завтра. Всероссийские соревнования пройдут в 5 этапов в разных городах страны. Дмитрий Айринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Высокогорский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.